بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, иншаллах, сегодня хочу вам рассказать реальную историю. Можно назвать его из самых лучших историй, которые мы слышим или видим в жизни. Его можно назвать историей «Золотой сын», который знал цену для своих родителей. Человек, который понял, к чему призывает нас Всевышний Аллаху Та'ала. Такую историю можно слушать сотни раз и 100 раз повторно. И такую историю можно рассказать везде и всегда. Для него нет времени, и для него нет мест, которые где-то можно сказать, где-то нельзя. В Коране Всевышний Аллаху Та'ала говорит: «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا». Всевышний Аллаху Та'ала предписал каждому из нас, чтобы мы не совершали поклонение, кроме единому Аллаху. И также прямо за ним Аллаху Та'ала сказал: «Вабилвалидайни ихсана». Также будьте добрым, милосердными для своих родителей. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Если твои родители, говорит Аллаху Та'ала, достигли до той уровня жизни, что устали, взрослые стали, или же как дети стали, будьте к ним добры, говорит. И не говорите даже слово «уф», что вы устали, чтобы они это заметили даже. И вы никогда не сделаете такой вид, что вы вид даже не сделаете, не только слово говорит. Вот бывает же, достал, хватит, мам, хватит, отец. Вот так же даешь понять, что отец как будто не уровень для тебя, как будто у тебя уровень уже другой. Когда твои друзья говорят: «Машаллах», внимательно слушаешь. Когда мать, отец уже, они не нужны, они уже осталые они. Аллаху Та'ала нас запрещает от этого. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. И Всевышний Аллаху Та'ала говорит, и говори всегда им щедрое, мягкое слово, доброе слово. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. И всегда, как птицы свои крылья, так же будь для родителей, говорит. Покажи себе, что ты осталый, не они осталые. Покажи, как будто ты еще не понимаешь, а они понимают. Сделай вид, как будто они лучше тебя. وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. И говорит Всевышний Аллаху Та'ала: «О Аллах, помилуй моих родителей, как они воспитали меня, помиловали в детстве», говорит. Вот так Аллаху Та'ала нас учит и призывает. Давайте, дорогие братья, сравним нас и наши отношения с друзьями, коллегами и на работе, и наши отношения с родителями. Как мы щедры перед друзьями, а перед родителями какие мы, как мы ведем себя. А теперь, дорогие братья, послушаем историю Мухаммада, который находится в Саудии, в Мекке. Врач-сестра говорит: однажды ко мне зашел парень лет 30. Имя его было Мухаммад, говорит. С мамой. Но он не знал с мамой, с женщиной. И как я увидел их, смотрю, этот парень крепко держит мать, вот обнятый, не отпускает. А мать хочет убегать от нее. Она кусается, она царапает, она платок с головы снимает, а он обратно одевает. держит
чтобы она не убежала. И как они зашли к врачу, врач говорит, мать начала крутиться возле стола, который для врача был готовлен. Мать плюнула в лицо сына. Он убирает это, улыбается, смеется. Обратно мать снимает платок, он обратно одевает. Смеется женщина перед врачом, как будто она сумасшедшая. Тогда врач говорит, сынок, что с ней? Он говорит, она родилась без разума, говорит. Она не знает, что делает. И говорит, что с ней, говорит. У нее сахарный диабет, говорит, и еще какой-то болезнь, как постоянно дергается вот так. А кто она для тебя, говорит? Он говорит, она для меня мать, говорит. А когда она так стала без разума, умалишенная, когда она стала? Сын говорит, мой дедушка мою мать выдала замуж за моего отца, говорит. Она была рождена без разума, говорит, без ума. Дедушка выдала ее замуж своему сыну, чтобы она как-то может родить мальчика, и как-то будет кто за ней смотреть. И действительно, мой отец поженился, и я родился, говорит. И через год мой отец развелся, говорит, и она осталась так. И как исполнилось мне 10 лет, Мухаммад говорит, я смотрю за матерью, говорит. Я кормлю, говорит, ее. И даже когда я хочу спать, говорит, лет уже 20 прошло, как он же смотрит за матерью. Я завязываю мать на мои ноги, говорит. Вдруг она захочет туда уйти, чтобы мне тоже разбудиться и остановить ее. Вот задумайтесь, братья, сейчас. Мать плюет, царапает, смеется. Тогда врач говорит, сынок, говорит, а она знает, что ты сын, говорит. Нет, конечно, говорит, не знает, говорит. Она умалишенная, говорит. Как может знать, говорит. Но однако, Всевышний Аллах Та'ала, который создал нас, он знает, говорит, что я сын этой женщины, говорит. Тогда мать увидела у врача там на телевизоре, Мекку увидела, Каабу. Она начала кричать сыну, эй, говорит, врун, говорит, почему ты меня не отвозишь в Мекку, харам, хадж совершать, умра совершать. Тогда сын говорит, мать, я же тебе обещал, говорит, в четверг, иншаллах, я тебя отвезу туда. Ну, знаете, Мекка, Кааба недалеко от друг друга, в Мекке же находится. Как время будет, в четверг я же отвезу, я же не обманываю. Потом врач удивился, сказал, говорит, сказала женщина-врач, сынок, говорит, Аллах же не обязывал ей совершать хадж, говорит, или таваф делать, или умру делать. Почему ты едешь? Усложняешь себе эту жизнь, говорит. Сын говорит, я не хочу, говорит, чтобы моя мать что-то мечтала, и у него это не получилось, говорит. Пока у меня есть возможность, говорит, и каждый раз, когда она видит, вот, она и когда захочет туда, я в ближайшее время стараюсь ее туда отвезти, говорит. Дай Аллах нам взаимопонимание и уважение родителям, пока они, у кого живы, знают их цены. А у кого они ушли, у кого уже их нету, просто остается сожалеть и знать, настолько он был как хайван, что настолько был не человек. Мы видим, как люди, даже животные, собаки больше уважают, чем своих родителей. Собакам больше внимания делать, чем своим родителям. Человек, этот парень Мухаммад, понял, что такое довольство Аллаха находится, где довольство родителей. Свою жизнь посвящал своим родителям. Пусть Аллах нас наградит наилучшим степени в раю и будет благодарным своим родителям. Пусть Аллах не лишит нас этой милости, которой Аллаху Та'ала наделил своих праведных рабов. Амина, амина, амин. На этом завершу. Вальхамдулиллахи раббил аламин.